Кодры Тигича – это легкие молдавской земли, которые начинаются от прута и простираются до Днестра. Они защищали Молдову от нашествия татар. Теперь я хотел бы рассказать о неизвестных фактах. Про это в наши дни не вспоминают. Это интересно. Турки, так же как и татары, боялись входить в Кодры. Во время военных действий или набегов турки, так же как и татары, избегали леса. Таким образом, гайдуки, которые прятались в Кодрах или готовили ловушки для врагов, были недоступны. Поэтому во время военных действий турки и татары использовали в качестве союзников неверующих, которые отправлялись в лес. Дмитрий Кантемир называл Кодры легкими Молдовы. Мы хорошо знаем современную ситуацию, мало осталось лесов. Думаем, кроме просветительской информации, государь владел экологической интуицией. Он говорил о важности существования и сохранения этого леса. Предположим, Дмитрий Кантемир вернулся в Молдавию, увидел те места, о которых он писал еще 200 лет назад. Узрел бы, как все изменилось, какая память осталась у народа. Он бы очень огорчился. Великий господарь описывал современные ему события, но тем не менее хранил и память предков. Он прославлял город Тегина, который когда-то был столицей страны. Затем главным городом страны становится Лопушна, Кодры, легкие Молдовы, которыми могла дышать молдавская земля вплоть до Карпат. Эти леса были известны всем не только своими деревьями, но и храбрыми воинами. Какая была автономия у этих смелых всадников? Сегодня мы можем вспомнить Кодры, что находятся в Ханчештах или в селе Каприяна. Кодры Тигича должны быть обозначены в туристических гидах, которые прославляли бы их важность. Хочется вспомнить о городе Лопушна. Это маленький городок, который когда-то был центром, сердцем этой страны, находился близко от татар. И известно, что многие народы потеряли свои земли, но в них жива память о них. Люди свято хранят память о национальных ценностях и о том, что происходило на их родной земле. Примером может служить Израиль. Сколько лет иудеи хранили память о родине? Сотни тысяч лет. Затем вернулись и построили свое современное государство. В нашем случае привязанность народа к собственной местной региональной истории очень слаба, к местам очень важным во времена, о которых писал Дмитрий Кантемир. Чтобы сохранить память о них, необходимо вернуть утраченное через общественные источники. Нужно воспитывать у наших граждан культуру и интерес к собственной истории. Такая заинтересованность исчезла у людей где-то в 20 веке, во времена советской эпохи, когда народ потерял понимание родного места, то есть местной истории. Это региональные истоки. Данная история очень сильна, и люди гордятся тем, что они из этого села или региона. Но у нас сейчас отсутствует внедрение этих ценностей в национальном контексте. Кроме того, люди не сберегли эти воспоминания, события. Нет и той туристической официальной памяти, говорит историк Мариус Старицей.